Добрый вечер. В эфире «7 дней». Смотрите сегодня. Все это, безусловно, вызвало дискуссии, интерес. Общероссийское голосование, его итоги и его возможность повлиять на следующие выборы в сентябре, президентские выборы. ЛДПР ввязывается в борьбу только с сильными оппонентами, только Миниханов. Если мы выиграем, мы будем работать именно для народа. Неужели я похож на насильника, тем более своя родная дочь? Уже предлагают баннеры развесить, чтобы знали нас, тварей таких, в лицо. Новое и невиданное возбуждение дела. Дело жителя Бугульмы, обвиняемого в насилии над дочерью, не закрыто. Это место заживет совершенно другой жизнью, конечно. Мы уже научились, и мы хотим большего. Улица полна неожиданностей. Революционный проект создания комфортной среды в Зеленодольске. Казани будет присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». На этой неделе на заседании Российского оргкомитета «Победа» Владимир Путин поддержал эту идею. Звание будет присвоено Казани и еще 19 городам России. Его получают те города, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Необходима поддержка граждан, общественных объединений и, плюс ко всему, экспертные заключения Академии наук. Казань, безусловно, заслуживает звания. Читаем справку на сайте мэрии. С первых дней Великой Отечественной войны Казань и Татарская АССР развернули масштабную работу. Все ресурсы были направлены на нужды фронта. Великая победа ковалась в тылу в тяжелейших условиях. В этот период на военный лад были перестроены 139 предприятий города. Более 70 предприятий были эвакуированы в Казани с центральных и западных регионов страны. В годы войны на предприятиях Казани производилось более 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения. Была обеспечена бесперебойная работа по их изготовлению и поставке на фронт. Наряду с круглосуточным выпуском боевой продукции предприятия и ОКБ занимались новыми разработками для оборонной промышленности. На протяжении всей войны предприятия легкой промышленности города выпускали около 200 наименований вещевого снаряжения и обмундирования для бойцов Красной армии. На казанских предприятиях ежедневно выпускалась продукция, которой хватило бы, чтобы одеть полк и обуть дивизию. И так далее, и так далее. В пятницу в Казани с 3 точек был дан праздничный залп в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время. А сейчас от всей души поздравляю и перечислю эти города. Жителей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска и Иваново, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей. Только что тоже о них было сказано. Я хочу пожелать всем вам здоровья, всем жителям этих городов, новых трудовых свершений. Идею присвоения Казани звания поддержали 2 миллиона 400 тысяч человек по всей стране. Интересно, что примерно такое же количество граждан приняло участие в прошедшем общероссийском голосовании в республике. Закончена одна выборная кампания и начинается другая. Вот так, друг за другом. События теперь спрессованы буквально в несколько недель. Эпоха безвременья и изоляции все отодвинула, но ничего не изменила. Парады, иные торжества, выдвижения, поправки, избиркомы – все течет, но не изменяется. Что же за этим последует? Будет сентябрь, мы уверены.
И об этом тоже сегодня поговорим. Итак, завершилось общее российское голосование по поправкам в Конституцию. Его итогами, возможно, довольно примерно половина жителей страны. 77% от голосовавших «за», но есть еще и те, кто не пришел, поэтому за поправки примерно полстраны. Сказать, что они счастливы, вроде бы сложно. Но не всякий выбор вызывает удовлетворение. Да и не всякий выбор – это, собственно, выбор. Когда в ресторане официант приносит вам меню, вы как будто получаете выбор. Однако не совсем так. Официант скорее ограничивает ваш выбор при помощи всего нескольких вариантов ответа. Очевидно, что гигантское количество малых и больших исправлений и без того сложного текста – это слишком сложное дело, чтобы его можно было ставить на голосование. Варианта «кто воздержался» тут нет, а он-то как раз, как мне кажется, самый здравый. Слишком большое количество факторов, нюансов и тонкостей, в которых просто никто не станет разбираться. В такой ситуации люди обычно предоставляют кому-нибудь другому право формировать свое собственное мнение. Вот многие смеются, а ролики с актерами и со спортсменами очень эффективны в этом смысле. Точно так же мнение какого-нибудь видного лидера оппозиции экономит массу времени и сил, которые необходимы были бы, чтобы разобраться самому в этом вопросе. Рациональное невежество. Многие относят себя к категории думающих людей, не осознавая того, что думают за них обычно другие. Мы не осуждаем таковы люди. Как мы уже видели совсем недавно, можно ненавидеть Билла Гейтса, ничего не зная о нем, и то не полностью. Можно быть антипрививочником и не выносить Сбербанк только потому, что вам нравится сивильский цирюльник. Мнение о поправках в общем и целом было сформировано известно давно. Именно в общем и целом. И это действительно должен был быть самый безопасный референдум в истории. Ведь это не тот случай, когда неизвестны результаты принимаемых решений. Почти на любом голосовании, а на этом тем паче, поставить свою подпись в бюллетене значительно проще и безопаснее, чем подписывать любое кредитное соглашение. Люди сказали «да». И значит, они не видят угрозы их безопасности в этом ответе. В общем и целом, они убеждены, что галочка «да» безопаснее галочки «нет». Поэтому поправки предсказуемо одобрены. Давайте кратко подведем итоги этого голосования, которое прошло, но которое мы никогда, конечно, не забудем. Его ни с чем невозможно спутать и сравнить. Подводя итоги, я, во-первых, хочу поблагодарить за то, что по времени возможность для изучения всех этих предложений и поправок был длительной, и это позволило ознакомиться с ним огромному количеству наших людей, избирателей, и представителей политических партий, и представителей общественных организаций, всех граждан Татарстана. И поэтому меня не удивляет, что в целом как по стране, так и по нашей республике явка была достаточно ожидаемо высокой. Небезразличных людей было очень много. Тем скептикам, которые говорят, что это под кого-то делалось, для чего-то делалось, очень много аргументов сказать, что это делалось для людей. Вы обратили внимание, что там такие вопросы, как социальная защита наших граждан, их доходов, медицинское обслуживание, вопросы культуры, вопросы языка, вопросы, связанные с устройством власти федеральной, некоторыми полномочиями своих президентских. Через эти поправки действующий президент поделился с другими ветвями власти. Часть полномочий передана Государственной Думе, часть полномочий передана Совету Федерации. И все это, безусловно, вызвало дискуссии, интерес, как конкретно отразится в жизни конкретного каждого человека и каждой семьи. 77,9% явки говорит об интересе населения, важности этих изменений и легитимности, на которые можно будет опираться органам государственной и субъектовой власти при решении самых актуальных, злободневных вопросов жизни граждан и развития своих территорий. Мы впервые с вами столкнулись с этой задачей, когда не в один день все это голосование было проведено, как, например, рассчитывали 1 числа,
июля, а целую неделю. Только потому, что мы не хотели большой скученности на избирательных участках. Защита здоровья граждан от пандемии, безусловно, вносила свои коррективы. И надо сказать, что все, кого вот я не встречался, не спрашивал, все отвечали, что высокая культура этого избирательного процесса особенно подчеркивалась. Ощущение участия в очень крупном, большом, важном событии. И не прийти было просто нельзя. Нужно было обязательно прийти и проголосовать. Я не скрываю, что я высказался в поддержку поправок в Конституцию Российской Федерации. И мне, как татарстанцу, особенно важно, что в этих поправках прозвучало базовое единство языков, этносов, культур как единой культуры нашей многонациональной страны, равноправие наших культур. И вот мне кажется, что это проистекает из модели Татарстана, которую мы несем уже многие-многие годы, 27 лет несем на своих руках, на своих плечах, и всем доказали, что она работает. Те изменения, которые предлагаются в Конституции, многие из них связаны с семьей, многие связаны с пожилым нашим населением, связаны с детьми, и это касается практически каждого из нас, каждой семьи. А каждый человек заботится и живет ради близких, ради родных. Поэтому, на мой взгляд, за изменения надо голосовать, и придет голосовать, мне кажется, большое количество наших жителей. У нас год выборов президента Татарстана, и мы с учетом той практики, того опыта, как можем развиваться, выходить на ускоренное развитие, усиление, укрепление страны, уже определенный опыт есть. Сейчас надо еще больше объединиться, находить общий язык, я еще раз хочу сказать, с учетом многонациональности Российской Федерации. И опасаться этого не нужно. Это только придает внутреннее чувство сплоченности и понимания, и она вызывает будет такие подходы к верховной власти в стране. А когда мировая обстановка диктует, страна должна быть сильной, а для этого нужна сильная, поддерживаемая всем многонациональным народом России власть. В чем еще уникальность прошедшего голосования? В том, что, возможно, впервые мы знали об итогах еще до того, как настал день голосования. Не вечер даже, а день. Уже в понедельник, благодаря ВЦИОМ, уровень одобрения был поднят на высоту в 76%. Это по стране. Впрочем, к четвергу, уже после 1 июля, этот уровень еще повысился до 77%. Против изменений в основной закон 21% граждан. Это, естественно, те, кто принял участие в голосовании. Что в Татарстане? Нашим гражданам, как и всем остальным, как известно, нужно было делать сразу 3 выбора. Голосовать или нет. Если голосовать, то где это сделать? И если голосовать, то за или против. Ну и вот давайте по порядку. Голосовать или нет? Да, голосовать. Это самый популярный вариант ответа. В голосовании приняли участие почти 80% граждан. Это 2 миллиона 348 тысяч 179 человек. Теперь это сложно назвать явкой, ведь была и не явка, но участие было. И вот тут как раз ко второму. Где голосовать? Неудивительно, что большинство сделало это по старинке. 2 миллиона человек пришли на привычные избирательные участки. Те, которые в школах, домах культуры и так далее. На этот раз там не было буфетов, ярмарок и баянов, но для многих так действительно проще. На втором месте оказался вариант проголосовать дома. Это более 200 тысяч человек. И третий вариант на придомовой территории. Это автобусы и шатры. Более 100 тысяч человек. Ну и, наконец, третий пункт. За или против. Почти 83% за, 16% против. Итак, большинство также голосует, большинство голосует там же и большинство голосует так же.
Сегодня об итогах голосования мы поговорили с председателем ЦИК Татарстана Андреем Кондратьевым. Андрей Вячеславович, давайте подведем итоги голосования. Мы знаем, как они выглядят в цифровом выражении. Как по вашим ощущениям? Есть много новшеств. Как вы их восприняли? Как вы их отработали? Как люди восприняли все это? Какие ощущения? Хотелось бы подвести действительно итоги, проанализировав все то, что было сделано. А я считаю, что нашей республике удалось прежде всего это обеспечить, выдержать все жесткие требования Роспотребнадзора и создать условия для безопасного голосования. Я считаю, что мы это сделали. У нас ни одного организационного замечания. Роспотребнадзор подвел тоже итоги. Понятно, что когда мы готовились, были шероховатости, и Роспотребнадзор нас поправлял где-то, но к моменту начала голосования и до самого завершения, я считаю, это, наверное, самое безопасное голосование на сегодняшний день, которое только происходило. Во-вторых, безусловно, удобство. Удобство, та вариативная программа, которая была предложена нашему избирателю, это крайне важно. Именно в этой непростой эпидемиологической обстановке, что мы предложили избирателям варианты голосования. И самое, за что я лично переживал, самое что важное, что нашим избирателям эти варианты понравились. Наше голосование прошло совершенно свободно. То есть никаких препятствий не было, ни на каком этапе. Все было открыто, все было легитимно. То есть я даже могу сказать, что все те усилия, которые некоторые определенные группы тратили на дискредитацию этой процедуры, они все рухнули. Это однозначно, это видно. Мы, конечно, все переживаем сегодня за членов избиркомов. Вы как-то следите за тем, как они себя чувствуют? Мы очень переживали. Мы всех застраховали. На ТИКах мы протестировали. То есть сейчас мы четко мониторим ситуацию по республике, где может быть что-то, кто там плохо себя чувствует, кто-то болеет и так далее. Вот сейчас, на сегодняшний день, никаких сигналов с участковых комиссий нам не поступало, из территориальных комиссий. Я не буду загадывать в этом вопросе, отдельно отвечу, может быть, в ближайшее время на эти вопросы, но пока сигналов нет. Сегодня уже активно обсуждалась на этой неделе эта тема касательно того, что те новшества, которые были применены на этих выборах, возможно, их применение и в дальнейшем. Мы говорим, конечно, о предстоящих выборах президента в сентябре. Что вы об этом думаете? Некоторые из членов Центральной избирательной комиссии пытались завести разговор про это изменение системы, а как будет осенью, а следует ли нам ожидать таких изменений. Я считаю, что обязательно нужно провести дискуссии на разных площадках, не только на площадке Центральной избирательной комиссии. Но на сегодняшний день никаких решений не принято. И я думаю, что в ближайшее время мы только будем обсуждать это. А принимать, не принимать решения здесь в данном случае это будет несколько позже уже. 5 претендентов на должность главы республики накопилось уже к этому дню. Все они представители партии. Если, как это принято, по алфавиту, то избирательный бюллетень выглядит на сегодня вот так. Альфред Валеев, партия «Коммунисты России», Олег Коробченко, партия «Роста», Рустам Минниханов, «Единая Россия», Альмир Михеев, «Справедливая Россия» и Владимир Сурчилов, ЛДПР. Мы, конечно, слегка поторопились с печатью этого бюллетеня. Неизвестно, все ли выдвиженцы войдут в него. Впереди еще масса процедур, подписи и так далее. Так что лиц здесь может быть и меньше, а может быть и больше. Еще есть время для подачи документов до конца месяца или до 12 июля для выдвижения кандидатов. Этот бюллетень выглядит, надо сказать, как обычно. Он выглядит как немой вопрос: можно ли растворить железо в воде? Однако в ближайшие 2 месяца мы с вами все-таки будем наблюдать за реакцией. Какое-то время будем проверять уровень кислотности этого раствора. Возможно, какая-то реакция и будет. Есть новые персонажи, у них могут быть новые задачи. Как говорил Эйзенхауэр, в драке важен не столько размер собаки, сколько размер драки в собаке. И о том, каков этот размер и с чем кандидаты идут в бой, расскажет Тимур Бекмурзин.
Сурчилов Владимир Валерьевич, кандидат в президент Республики Татарстан. Альберт Александрович, очень приятно. Похож. Казалось бы, они очень разные, наши кандидаты в президенты Татарстана, даже внешне, не говоря уже про политические взгляды и предпочтения. Уж здесь-то избирателю и жаловаться грех. Тут тебе энергичный политик, бизнесмен и в меру эпатажный ЛДПРовец, справедливо рос, представитель левого фронта. Будет жаркая полемика, обмен ударами, борьба программ и политических платформ. Федеральные эксперты, политологи из клуба «Волга», что собрались в Казани на прошлой неделе, увы, не увидели даже намека на это. Пока, по крайней мере. Особняком выглядит кандидат номер 1, действующий президент Татарстана Рустам Минниханов, который свои программные заявления сделал на партийной конференции «Единой России» в Казани. Насколько я понимаю, его соперники никаких ярких программных заявлений не делают. С одной стороны, наверное, это связано с тем, что они понимают в хорошем смысле слова безальтернативность. Когда мы сюда ехали, мы пытались понять, а кто же здесь будет баллотироваться на пост президента. Пытались найти программы. Нашли только одну. Президента нынешнего, Минниханова. Минниханов все фланги забирает. Он и социальная поддержка, это как бы прерогатива левых, и поддержка предпринимательства, и каких-то инициатив, это прерогатива правых. В принципе, есть пространство, его надо выгрызать, нужно работать, но я не вижу, чтобы кто-то работал. Чтобы выгрызать свое электоральное поле, нужны политические зубы. У многих кандидатов в президенты их попросту нет. Впервые за долгие годы не будет кандидата от КПРФ. Москва и Зюганов не дали добро на эти выборы, посчитав, видимо, что у любого из кандидатов просто не будет шансов на победу. А вот у ЛДПР смелости хватило, хотя в словах и выражении лица Владимира Сурчилова явно чувствуется некий стёб. ЛДПР никогда не боялась, не будет бояться никакой борьбы. И в данном случае, мое личное мнение, если некоторые товарищи из КПРФ просто-напросто струсили, ЛДПР ввязывается в борьбу только с сильными оппонентами, только Минниханов. Остальные это нам не конкуренты. Эти дерзкие слова наверняка должны были бы задеть кандидата от «Справедливой России», действующего депутата Госсовета Татарстана Альмира Михеева. Сразу после подачи документов на выдвижение на пост президента республики он сделал ряд заявлений. Мол, программа имеется, готов представить, все рассказать. Свою программу я уже изложил в своей речи на конференции и в дальнейшем, безусловно, планирую давать серьезные развернутые интервью как печатным средствам массовой информации, так и телевидению, естественно. На этой неделе мы попытались получить эти развернутые ответы на вопросы. Какие основные тезисы программы кандидата Михеева? С чем он идет на эти выборы? Кандидат, впрочем, оказался на отдыхе за пределами республики. На предложение выйти на связь по скайпу сначала согласился, а потом написал: «Мне это не нужно». Что касается Михеева, я думаю, просто как технический кандидат он согласился пойти. Но чтобы вести какую-то политическую борьбу, у него нет, наверное, желания большого, что ли. Они мало чем друг от друга отличаются. Там коммунист, там ЛДПРовец, например, представитель правых каких-то политических сил. Нету какой-то, осознанной политической линии. Разве что у Олега Коробченко, лидера татарстанского отделения партии Роста, с электоральным полем и политическими целями более-менее все четко. Задача участия в выборах – рассказать о партии и ее программе. Потенциальные избиратели, в основном представители бизнеса и креативный средний класс. Да, мы пока не Европа, Америка или Азия, где в развитых странах малый и средний бизнес формирует основы экономики. Значит, есть к чему стремиться. Бюджеты нашей республики на сегодня сформированы до 30% от работы малого и среднего бизнеса. За ними стоит огромное количество людей. Мы делаем ставку на них, и я думаю, что они нас поддержат. На другом полюсе от капиталиста Коробченко расположился кандидат от коммунистов России Альфред Валеев. Отсутствие непримиримых оппонентов из КПРФ дает больше шансов, если не на победу, то на достойный результат. Население же все равно голосует. Левый электорат он есть. Куда он девается-то теперь? Понимаете? Люди, которые им верили, они их предали. Вот самое главное, в чем суть. Мы идем именно для того, чтобы, если мы выиграем, мы будем работать именно для народа. Понимаете? Чтобы наши пенсионеры не ходили по мусоркам, не собирали этот картон, не сдавали. Чтобы дети, которые рождались сейчас, их было больше. Я желаю в первую очередь, наверное, всем кандидатам удачи
большой удачи, работать избирателями, показать, уметь свою работу, именно в агитациях, показать свою деятельность, чтобы избиратель мог достойный выбор сделать. Предвыборная кампания по избранию президента Татарстана вступает в горячую пору. До известного часа Х остается чуть больше 2 месяцев. Но каких-то жарких споров, дискуссий, политических заявлений пока не наблюдается по нескольким причинам. Во-первых, потому что есть явный кандидат номер 1. Во-вторых, несмотря на то, что другие кандидаты представляют широкий спектр политических сил, у многих из них нет внятной, понятной политической программы. В-третьих, многие из них просто не раскачались. Пора бы уже активизироваться. Ведь выборы президента Татарстана – это отличный шанс проявить себя как политика. Тимур Бекмурдин и Андрей Мохов. 7 дней. Итак, выборы в республике пройдут 13 сентября. Или, как сейчас нужно говорить, должны пройти 13 сентября. Или назначены на 13 сентября. С определенной долей уверенности можно говорить лишь то, что Новый год наступит через полгода. Но мы никак не можем утверждать, что будут елки. С большой долей вероятности новый учебный год стартует 1 сентября. Но мы никак не можем утверждать, что так и будет. Новость, тем не менее, есть, и вот она. Министерство просвещения назвало дату начала нового учебного года. На самом деле, все это просто заголовки. Министр просвещения Сергей Кравцов в одном из интервью сказал буквально следующее. Дети пойдут в школу, мы к этому готовимся. Недавно также глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что есть высокая доля уверенности. На официальных сайтах этих ведомств эта позиция highly likely никак, кстати, не выражена, потому что, по сути, это надежда. И в первую очередь надежда на то, что как-то удастся обойтись без дистанционного обучения, хотя бы на первых порах. Что бы там ни говорили, а похоже на то, что этого никому не хочется. Вот уж кто не скучал на карантине, так это родители и учителя, что уже породило известную шутку о том, что, скорее всего, кто-то из них и может стать в итоге первооткрывателем вакцины от коронавируса. Просто потому, что очень хотелось бы это сделать. Слова «ад» и «идиотизм» – это два наиболее часто встречающихся слова в родительских форумах. Многие ведь оказались просто не готовы, ни морально, ни физически. Мир действительно уже никогда не будет прежним. Хотя бы потому, что к 1 сентября этого года в этом мире будет меньше людей, незнакомых с гаджетами, и будет больше интернета. Теоретически это маловероятно, но если к 1 сентября дети не пойдут в школу, то снова не все из них смогут получить альтернативу. Просто интернет по-прежнему есть не везде. 38% школ у нас в республике оснащены высокоскоростным интернетом, но 62% нет. В каких-то деревнях, даже в Татарстане, его, например, нет вовсе. А где-то он просто недостаточно хорош, чтобы справляться с нагрузками. На начало дистанционных занятий в апреле еще в 78 населенных пунктах не было вообще никакого интернета, а в 29 вообще никакой мобильной связи. И живут, кстати, там совсем не те люди, которые целенаправленно уехали из города в информационную тайгу. Там живут люди, которые по нынешним меркам страдают от цифрового неравенства. Сегодня чаще, конечно, говорят о цифровом рабстве, но на самом деле дискриминация, которая существует в реальности, это именно цифровое неравенство. И это самая быстро растущая дискриминация в мире. Поэтому вот в эти самые летние дни, пока еще не поздно, проблему эту в Татарстане решают. И решают на самом высоком уровне, а значит и с самой высокой скоростью. О высокоскоростных решениях Ильзира Юзаева. Программы, тесты, презентации, рабочие пособия и электронные книги – это всего лишь малая часть тех современных интернет-ресурсов, которыми пользуются учителя. Новые технологии, процесс преподавания, казалось бы, могут сделать проще и доступнее. Однако зачастую черпать новые знания из всемирной паутины педагогам приходится в час по чайной ложке. Скорость у нас влияет на и онлайн вот эти тесты. Некоторые зависают,
очень много проблем происходит уже из-за скорости. Это обычная сельская школа в деревне Конь Пестричинского района с интернетом старого поколения. По словам учителя информатики, для того, чтобы провести с учениками урок с использованием онлайн-ресурсов, мощность передачи данных должна быть как минимум 4 мегабит в секунду. И это на каждого ученика, сидящего за компьютером в классе. А теперь простая арифметика. Если на уроке как минимум 10 учеников, то это значит, что интернета должно хватить на всех. 40 мегабит. А получали его в 10 раз меньше. Zoom, Uchiru platformalarında işlediler. Hem indi mine bu ilimtelerge çıkkanda tutkarlıklar bulmay kalmadı, tutkarlıklar buldu. Yani da tavuş yoğalıp duradır, ya indi resimler, suretler yok kaşığa. Şuna göre mine bu internetin kırığı bizim avul jirligine büyük kirek. По словам директора школы, не было бы счастья, да несчастье помогло. С момента начала дистанционного обучения учителям пришлось применять все свои интеллектуальные навыки, учитывая еще тот факт, что многим уровень своей IT-компетентности приходилось повышать буквально на ходу. Скорость интернета была настолько слаба, что едва удавалось загрузить хотя бы одну страницу. Некачественная связь такие уроки превращали в настоящий квест. Кто обнаружит сеть первым, тому зачет. Старую систему и новые технологии вполне можно было бы сравнить на обычном примере. Система DSL, которая раньше использовала в школе, когда интернет передавался через телефонную линию, чем-то напоминает человека, идущего пешком. При новых технологиях, когда интернет идет через оптоволокно, это похоже, как будто ты взял и сел в машину. В эпоху великих скоростей, необходимости такой высокоскоростной передачи информации, вряд ли кто может усомниться. Ну что, поехали? Возможно, еще 10 лет тому назад мощности старой системы DSL были вполне достаточны, но каждая школа в Татарстане с каждым годом все активнее внедряет ресурсы цифровой образовательной среды. Выходить на аудио и видеосвязь возможно только в том случае, если интернет будет не шагать, а летать. 634 школы в республике, а это всего лишь 38%, к моменту начала дистанционного образования были обеспечены высокоскоростной связью. Свыше 1000 учебных заведений до 1 сентября будут тоже подключены к интернету нового поколения. Такое решение принималось на самом высоком уровне. Рустам Гаевичем было принято решение нашим президентом, что мы до 1 сентября, до конца лета должны подключить 1045 школ по высокоскоростному интернету по всей республике. Это практически 62% оставшихся. И из них у нас получается 545 школ мы по программе СЗО, это федеральное средство, мы подключаем, а оставшиеся 499 школ это наш инвестор, Связь Инвест Нефтехим выделил средства для этой программы. И до 1 сентября мы должны обеспечить все школы подключением по оптике. Это значит либо 100 мегабит, либо даже до 1 гигабита в секунду. По словам руководителя компании регионального провайдера, 769 объектов, по сути, имеют техническую возможность для быстрой реализации проекта. До этих школ уже дотянулись оптоволоконные линии. Дело остается за малым – подключиться к системе. А вот до 309 школ линию интернет-связи придется еще тянуть. Но цель, как уверяют поставщики услуг, оправдывает все средства. 100 мегабит в секунду взамен старых 5 получат школы даже из самых отдаленных деревень. Разница более чем в 20 раз. И почувствовать эту разницу легко. Чем вот это решение, которое мы сейчас используем, оно приемлемо и интересно тем, что это оптический кабель, по которому, в принципе, мы при необходимости, проведя небольшую модернизацию, сможем со 100 мегабит при необходимости повысить до 500 и до 1 гигабита без необходимости проведения новых, по крайней мере, такого рода строительных работ. Это наша гордость, это наши отличники и ударники учебы.
Это нетипичная школа в деревне Березка Воскогорского района. Была сельсоветом еще в 60-е годы прошлого столетия. В последние 10 лет здесь обновили практически все. Сделали капремонт здания, утеплили помещение и, что самое примечательное, получили современную связь. Интернет для этого учебного заведения, как, впрочем, и для всех новоподключенных школ, уже проплачен до конца 2020 года. Педагоги до сих пор не верят, реальное счастье или виртуальное. Остается подождать до 1 сентября, чтобы увидеть технологию будущего в деле. Дети очень ждут, они хотят 1 сентября прийти в школу. Особенно ждут первоклассники наши. И мы надеемся, что мы победим этот коронавирус, и наши дети придут в школу и сядут за партой. Учителя надеются, что новые технологии решат не только проблему цифрового неравенства, но и запустят процесс возрождения сел и деревень. Если будет качественный интернет в сельской школе, школа в системе образования будет ничем не хуже городских. А будет школа, будет жива и деревня. Ильзира Юзаева и Андрей Ключников. 7 дней. Ну а теперь мы переходим к теме, говорить о которой нужно тщательно подбирая слова. Одна из самых обсуждаемых сейчас – это известный случай в Бугульме. Случай с жителем Бугульмы, которого подозревают и подозревали в совершении, вот тут уж никак нельзя обойтись без этих канцеляризмов, насильственных действий сексуального характера в отношении собственной 1,5-годовалой дочери. Эта история случилась еще в октябре прошлого года. Весной Бугульминский городской суд оправдал мужчину, не найдя в его действиях прямого умысла. И вот, как стало известно на этой неделе, прокуратура Татарстана направила апелляцию на это решение. Именно после этого дело получило широкую огласку. Появилась даже петиция с требованием, я цитирую, «посадить педофила». И вы знаете, в этой истории совсем никого не хочется оправдывать. Ни главного фигуранта, действия которого так или иначе причинили вред ребенку, ни народ, который тут же схватился за вилы, ни в чем, конечно, не разобравшись, ни районную прокуратуру, представитель, который разговаривает со съемочной группой нашей, уткнувшись в тщательно отрепетированные и стерилизованные тексты, ни коллег даже наших из электронных СМИ, которые вышли с такими уверенными заголовками, что мы даже не решаемся демонстрировать их снова. Что было? Сегодня сам подозреваемый житель Бугульмы Сергей Кукушкин нам расскажет об этом. Мы поговорили также и с его супругой. Как они утверждают, травма девочки была нанесена случайно, нанесена отцом во время смены подгузника, но было, однако, кровотечение и были даже наложены ребенку швы. Случайно или умышленно, чисто умозрительно так. Установить это теперь кажется невозможным. Но огласку дело получило. И прокуратура республиканская решение районного суда ставит под сомнение. Значит, есть основания. Историю из первых уст послушала Диляра Юсупова. Дело о якобы надругательствах отца над дочерью на этой неделе вызвало широкий резонанс. Суд мужчину оправдал, но точки до сих пор не расставлены. Дело вышло на федеральный уровень. И главное, что сегодня интересует общественность, было или не было? И что это, провокация или все-таки преступление, скрывающееся за маской приличного отца семейства? За неделю, пока мы готовили репортаж, эта история обросла новыми деталями, версиями, показаниями источников, пожелавших остаться неизвестными, и прочими фактами и псевдофактами. Сначала возмущались местные СМИ, затем подключились российские блогеры и даже Маргарита Симонян с заявлением не бросать эту дикую историю. Дикая история, впрочем, заключается в 3 предложениях. Отец якобы изнасиловал дочь, оправдан. С какой стати? Но обо всем по порядку. 3 детей у них. Спокойные, нормальные. А мужчину как характеризуете? Мы знаем, что ли? Они же молодые. Это соседи Сергея Кукушкина. Все, что раньше они знали о подсудимом, это то, что он живет на 1-м этаже. После информационной волны выяснилось о тихом соседе чуть больше. Для небольшого города это, конечно, шок. Куда теперь парень не приди, узнают в лицо.
А вот и он, собственной персоной. Сергей Кукушкин, 27 лет, нигде не работает, ни от кого не скрывается. Спокойно впускает в квартиру, знакомит с той самой дочерью и излагает свою версию событий. Я первый раз это делал, переодевал. Нанес легкий вред здоровью ребенка. На мне было кольцо, которое было сломанное, треснуло оно. Может, я им задел, может, я что-то грубо сделал. Вот. Пошла кровь, я вызвал скорую, все, уехали мы туда. Я бы, естественно, если был бы я насильником, я бы скрываться, улики бы уничтожать, еще что-то, либо. Неужели я похож на насильника, тем более своя родная дочь? Поссорился с женой, нервничал, неаккуратно переодел дочь, сам вызвал скорую. Казалось бы, несчастный случай, но прокуратура не поверила. По нескольким причинам. Главное – судебно-медицинская экспертиза. По делу их было 2. Обе говорят об одном и том же. Повреждения носят внутренний характер, легкая степень тяжести. Жизненно важные органы не задеты, но подозрительно. Фактов и зацепок оказалось немного. На учете не состоит, никаких приводов, не судим. Но, как говорится, кто ищет? В материалах дела сказано, в историях браузера семейного компьютера найдена картинка порнографического характера. Там фотографии просто-напросто искусственной вагины. И мужская рука сует туда 2 пальца. Все. А какие-то там детские запросы, как изнасиловать ребенка или как туда что-то засунуть, такого там нет. Это смотрела я. Просто было скучно, я зашла на Алиэкспресс, нашла секс-кружки. Все. И мы похохотали и легли спать. Все. А прокурор за это зацепился. И теперь гнет на то, что он именно так ее изнасиловал. Это Анна Кузнецова, мать девочки. Женщина оправдывает сожителя и себя. Говорит, дело в людях, ну или не людях. И то, что сейчас гнобят именно мою семью, виновата одна девушка. Она выложила наши лички, наши личные страницы, наши фотографии, и пошло-поехало вот все с этого. Уже предлагают баннеры развесить, наверное, читали по городу, чтобы знали нас, твари таких в лицо. Там была изучена судебная-видеозапись, то есть диалог между Кукушкиным и сожительницей. И он сообщает ей, что вытирал ее, дочь, и не знает, что сделал неправильно. Это означает, что у него не было умысла. Бугульминский суд признал, Кукушкин травмы нанес, но неумышленно. Сексуального мотива у подсудимого не было. Казалось бы, отец не педофил официально, но осадок остался. Вообще в этой истории много неясностей. Смена подгузника оборачивается кровотечением. Анна Кузнецова пишет заявление, а потом отказывается от своих слов. И даже работники прокуратуры что-то с трудом говорят и тут же сомневаются, прикрываясь тайной следствия. А на прямые вопросы отвечают: «Мы так не договаривались». Результаты проведенных экспертиз, показания экспертов, свидетелей, самого обвиняемого в данном ходе предварительного следствия позволяют, по нашему мнению, сделать вывод о том, что повреждения потерпевшей, с учетом их характера, могли быть причинены только умышленным способом и не могли быть причинены в результате неосторожных действий. Он именно причинил пальцем. Давайте по механизму нанесения телесных повреждений сейчас мы не будем давать комментарии. А о самой травме вы можете рассказать? Она была наружная или нет? Что показала экспертиза? Что показала экспертиза, тоже уже детали. То есть, мы же с вами договаривались, в каком ключе мы будем с вами беседовать. Дело, конечно, взяли на контроль. Теперь семью навещают социальные работники. Никаких негативных или позитивных, вообще никаких оценок семье соцзащита не дает. Мол, на учете не стояли, теперь стоят. Наблюдаем. Данная семья с ноября 2019 года стоит на патронате, межведомственном патронате субъектов профилактики семейного неблагополучия. Субъекты профилактики как-то здравоохранение, образование, ПДН, в том числе и соцзащита, центр занятости, с этой семьей ведут работу в рамках каждой своей компетенции. По данной семье есть выстроенный индивидуальный план работы. Интересный факт. Муж и жена не муж и жена вовсе. В браке пара не состоит. Юридически Кукушкин не отец этому ребенку. Об этом известно только со слов самой Анны Кузнецовой. Подозреваемого теперь наверняка еще и удалят от семьи. Мы дали рекомендации, мы можем давать именно рекомендательного характера какие-то
поручение принять меры по недопущению совместного проживания ребенка с подсудимым на сегодняшний день, но пока ситуация не будет разрешена и не будет поставлена точка в этом деле. Такое рекомендовать уже можно. Апелляция была принята Верховным судом и новый поворот. Приговор отменен, отправлен в первую инстанцию на новое рассмотрение с новым составом. Суд рассмотрел апелляционное представление прокурора, отменил приговор Бугульминского суда в связи с наличием процессуальных нарушений. Теперь это уголовное дело снова будет рассматриваться в Бугульминском суде, но уже другим судьей, то есть в ином составе. Какие именно это были нарушения, предстоит выяснить. Впрочем, неожиданное решение Верховного суда вполне ожидаемо. В сети по-прежнему гуляют хэштеги «Зверя в тюрьму». Люди продолжают подписывать петицию с требованием отправить, цитата, «педофила за решетку». Почти 20 тысяч подписей. Воистину, как заверял классик, охотнее всего мы говорим о том, чего не знаем. Незнание – не довод, невежество – не аргумент. Диляра Юсупова, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. Тут необходимо добавить несколько слов. У нас на руках есть медицинское заключение. Это очень интимные детали осмотра ребенка после получения травм, которые придется озвучить мне, за что я заранее приношу свои извинения. Это будет звучать для каждого по-разному. Кто-то нас осудит, кто-то промолчит, но, как вы заметили, наверное, мы не особо афишируем наше собственное мнение по этому делу и можем говорить только фактами. А факты здесь, увы, такие, что приходится выбирать, озвучивать их или нет. Если нет, тогда нашим зрителям слишком сложно будет составить какое-то мнение. Поэтому еще раз прошу прощения, приходится. Вот эта выдержка из заключения Бугульминского суда. Здесь описаны повреждения, нанесенные Кукушкиным. Давайте прочитаем. Повреждения в виде разрыва на задней спайке больших половых губ, кровоподтека на правой большой половой губе, ссадины на слизистой вульвы с обеих сторон, на малых половых губах с внутренней части, участков кровоизлияний на девственной плеве. И далее идет заключение суда, что все вот это само по себе не может свидетельствовать о совершении действий сексуального характера. Мы не эксперты. Может и так. Действий сексуального характера, может, и не было. Лично для меня это вообще не играет никакой роли. Девочка не была изнасилована, это вроде бы и так ясно с самого начала. Так что было? Что это такое? Посмотрите. Нашим зрителям, уже знакомым с этой семьей, их показаниями, возможно, придет на ум то же, что приходит на ум и мне. Безголовость. Приходится выбирать парламентские выражения. У меня 2 дочери. Я, как отец, который имеет опыт в делах, с которыми не справился наш подозреваемый, могу это говорить. Нанести ребенку вот такие повреждения можно только сильно постаравшись. Это можно сделать только в припадке осознанной или неосознанной ярости. Ведь дело до скорой дошло. С точки зрения закона, осознанная или неосознанная ярость – 2 разные вещи. Для меня лично все одно. Людей, в которых дремлют вулканы, надо судить. Сажать или нет – не наше дело, не наша компетенция, но судить надо. Это тоже один из способов лечения. Каждый такой случай должен быть достоянием общественности, потому что миллионы таких случаев мы с вами не узнаем, что происходит в семье, обычно и остается в семье. Я не знаю, что делать с Кукушкиным, но я знаю, что делать с подобными происшествиями. Давать им оценку всестороннюю. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. Это место живет совершенно другой жизнью, конечно. Мы уже научились, и мы хотим большего. Улица полна неожиданностей. Революционный проект создания комфортной среды в Зеленодольске. Неделя стартовало заседание Совета директоров компании «Татнефть». Председателем Совета директоров единогласно избран Рустам Минниханов.
На заседании рассмотрели итоги исполнения бюджета за 5 месяцев текущего года, утвердили бюджет на июль и третий квартал текущего года. В понедельник государственный советник Татарстана Ментимер Шаймиев провел совещание по вопросам строительства и реконструкции объектов Центра дополнительного образования полилингвального комплекса «Адымнар. Путь к знаниям и согласию». Совещание прошло на территории бывшего детского лагеря «Пламя», который отныне будет называться по-новому. Сегодня здесь строятся 2 спальных корпуса по 60 мест, ведется реконструкция зданий под учебные корпуса. В этот же день председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин поздравил судейское сообщество с 20-летием создания Конституционного суда Республики. Он вручил награды и поощрения наиболее отличившимся сотрудникам Конституционного суда. 2 июля Рустам Минниханов встретился с новым руководителем Татарской транспортной прокуратуры Василием Добротиным. Президент поздравил нового руководителя с назначением и пожелал успехов в работе. Василий Добротин работает в органах прокуратуры с начала 2000-х годов. Последние 10 лет возглавлял Владимирскую транспортную прокуратуру. 3 июля Рустам Минниханов встретился с главой Росагролизинга. Стороны обсудили вопросы сотрудничества Татарстана и компании, включая реализацию льготных программ лизинга для сельхозпредприятий, поддержку фермеров, поставку оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. В этот же день президент посетил агропромышленную выставку «День поля-2020», которая проходила со 2 по 4 июля в Лаишевском районе. Рустаму Минниханову сообщили, что подготовка к мероприятию началась еще в прошлом году, и сегодня можно увидеть результат. На делянках представлено около 100 различных сортов перспективных культур, злаковые, в том числе новый сорт пшеницы «100 лет ТАССР». В пятницу премьер-министр Алексей Песошин принял участие в очередном заседании Совета директоров компании «КамАЗ». Встреча состоялась в Набережных Челнах. Совет директоров КамАЗа рассмотрел круг вопросов, касающихся деятельности компании. И такое случается. Ты работаешь более усердно, увеличиваешь объемы производства, а выручка в денежном выражении падает, прибыль снижается. В такой ситуации ведущие предприятия группы ТАИФ, крупнейшего холдинга России и Татарстана, работают с 2019 года. Несмотря на рекордные показатели по выработке этилена и полиэтилена, и Казаньоргсинтез, и Нижнекамск нефтехим, увы, не могут похвастаться такими же рекордными результатами по доходам и чистой прибыли. Более того, по итогам 6 месяцев этого года ситуация стала еще хуже из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, в сложных условиях компании, входящие в группу ТАИФ, сохранили работоспособность и коллективы, продолжают наращивать объемы производства. Об этом Рустаму Минниханову доложили в ходе видеосовещания по результатам годовых общих собраний акционеров в группе компаний ТАИФ. В таких сверхсложных, серьезных условиях группа ТАИФ в полном объеме выполняет все взятые на себя обязательства, как перед бюджетом, своими работниками и деловыми партнерами. И на текущий момент все платежи и работы осуществляются по докризисным графикам. Развиваться и наращивать объемы, невзирая на обстоятельства. В таком режиме работал Казаньоргсинтез весь прошлый год. Серьезное снижение цен произошло и на полиэтилен, и на поликарбонат. В 2020 году негативные тенденции усилились, доложил генеральный директор компании Фарид Минигулов. Но несмотря на падение выручки и прибыли, Казаньоргсинтез сохранил штат. Объединение в полном объеме выполняет свои социальные обязательства, реализует масштабные проекты по модернизации производства. На финансирование объектов капитального строительства, а также на замену и обновление оборудования в 2019 году было направлено 12 миллиардов 618 миллионов рублей. На заводе этилена введены в эксплуатацию 4 печи пиролиза, производительностью 72 тонны в час. Также продолжились работы по модернизации цехов с целью увеличения выработки этилена, используя в качестве сырья пропан. Президент Татарстана Рустам Минниханов внимательно выслушал доклады всех руководителей предприятий группы ТАИФ и пожелал сохранять присутствие духа и оптимизм. Кризис у нас не первый раз, мы все эти проблемы находили решение. Главное сохранить существующее производство, сохранить персонал, специалистов и продолжить ту стратегию дальнейшего развития
инвестпроектов группы компаний «Таиф». Один из таких стратегических проектов – строительство нового олефинового комплекса ИП-600. Как рассказали Рустаму Минниханову, реализация его идет строго в соответствии с ранее утвержденными графиками и планами. Недавно прибыло и было установлено самое габаритное и крупнотоннажное оборудование. Всего же амбициозная инвестиционная программа по группе «Таиф» до 2030 года предполагает инвестиции в объеме более 1,5 триллиона рублей. Чтобы планы удалось воплотить в реальность, мало усилий только группы «Таиф». Нужна федеральная поддержка, в том числе изменения в налоговом кодексе России, которые позволили бы стимулировать инвестиции в нефтехимические проекты. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку в решении особо важных и значимых вопросов для предприятий, в числе которых введение обратных акцизов на переработку СУК и изопрена, введение антидемпинговых ввозных таможенных пошлин по импорту пластиков и простых полиэфиров, внесение изменений в закон о СПИК и ССБК в части установления стабилизационных оговорок по всему налоговому окружению предприятий, расширение региональных мер государственной поддержки, введение инвестиционного налогового вычета и увеличение сроков льготы по налогу на имущество до 13 лет для крупных инвестиционных проектов. Сегодня имеет смысл все-таки очень основательно, серьезно, совместно работать с теми, кто уже показал результат, у кого есть возможности, у кого есть потенциал. Мы ожидаем, что законодательные эти инициативы позволят нам дополнительно раскрыть имеющийся потенциал нефтегазохимических предприятий Республики Татарстан. От этого будет только всем хорошо, республике, Российской Федерации, но и нашему трудовому коллективу в частности. Хотел бы поблагодарить руководителей предприятий группы, акционеров, ну и самое главное, трудовой коллектив за ту эффективную работу, которую вы проводите. Значит, пожелать нам успешной работы. Вот было сказано, что без серьезных мер федеральной поддержки, конечно, нам сложно будет победить. В этот же день состоялось первое заседание нового совета директоров АО «Таиф», в котором также принял участие Рустам Минниханов. Президент Татарстана еще раз подчеркнул огромную роль компании в экономике республики. Сегодня на группу «Таиф» приходится около 20% промышленного производства, более 1/3 в сольдированном финансовом результате и 15% всех инвестиций в Татарстане. В этих условиях, с учетом непростой ситуации из-за пандемии, должность председателя совета директоров компании приобретает особое значение. По предложению президента Татарстана председателем совета директоров компании избран многоопытный и авторитетный управленец, главный советник генерального директора АО «Таиф» по развитию Альберт Шагабуддинов. Должность председателя совета директоров, она очень важна. Человек должен быть авторитетный, опытный, достаточно жесткий, требовательный. Поэтому мое предложение председателем совета директоров ТАИФ рекомендовать Альберта Шагабуддинова, человек энергичный, опытный, требовательный. Прошу поддержать данную кандидатуру и проголосовать. Кто за? Воздержались, против? Альберт Кашапович, решение принято. Мы поздравляем вас. Заместителем председателя совета директоров избран Рустем Сультеев. Рустем Нургасимович вместе с Альбертом Кашафовичем многое сделал для становления и развития группы «Таиф». Долгие годы возглавлял совет директоров, отвечал за производственно-коммерческую деятельность. Он и сегодня занимает ключевую позицию в группе компаний «Таиф». Я бы хотел, чтобы эту работу мы продолжили. Подтверждены полномочия генерального директора АО «Таиф» Руслана Шагабуддинова. Как заверил президента Татарстана, новый председатель совета директоров «Таифа» Альберт Шагабуддинов, компания в полном объеме сохранит все взятые на себя социальные обязательства, оставаясь верной своему неизменному слогану «Сила во благо». Самое главное у нас люди, да, если мы не сможем обеспечить достойный уровень жизни, зарплаты, материальное благополучие всех людей, не только у нас работающих в группе компании, но и у нас, которые работающие в республике, страны, то добиться результатов практически невозможно. Я думаю, это будет тоже стоять как одним из главных первых
первая строка той задачи, той стратегической программы, которая реализуется уже сегодня. Тимур Бекмурдин, Андрей Ключников. 7 дней. 12 городов республики примут участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Вот они, эти города на карте. Их было 14 еще в начале этой недели, но прошло республиканское голосование и осталось 12 городов. Это очень серьезные и очень крупномасштабные проекты реконструкции парков, набережных, площадей и улиц. Теперь у каждого из этих проектов есть шанс получить федеральный грант при условии победы. И можно достаточно уверенно говорить, что шансы велики у каждого из них. Ну вот, можно просто вспомнить, 2018 год грант выиграли сразу 14 наших проектов, в 2019 один, в 2020 сразу 3 наших проекта. За 3 года все они получили 1 миллиард 145 миллионов рублей. И вы знаете, даже этих денег мало, чтобы воплотить в жизнь все планы наших современных архитекторов. Дело все в том, что вот эти проекты нельзя по старинке назвать проектами по благоустройству. Ни в коем случае. Мы видим это сейчас и потому, как продвигается программа «Наш двор». Люди в массе своей не понимают, что к ним во дворы пришли не маляры и не строители, к ним пришли архитекторы. Благоустройство, как покраска заборов и бордюров, как установка скамеек и бестолковая экспансия парковочных мест, такое благоустройство давно ушло в прошлое. Архитекторы приходят во дворы и на улицы не за тем, чтобы поменять урны и заборы, а за тем, чтобы поменять наш взгляд на все это. Давайте представим себе Хрестоматийную улицу. Она, безусловно, есть и в вашем городе. Дорога в 4 полосы, даже если на улице больше пешеходов, чем машин. Фактически работают 2, потому что остальные заняты припаркованными машинами. Узенькие тротуары, на которых с трудом расходятся 2. Зелени 0, ну или почти 0. То, что по бокам от этой улицы, мы даже не стали как-то сильно изображать. Обычно это такой бардак, который даже сложно как-то выразить. И вот это обычно всех устраивает. Ну, люди, конечно, могут сказать, что, ну вот тут, например, где-то не хватает зебры. Или вон там, например, где-нибудь какой-нибудь клумбы. Но вряд ли кому-то захочется целиком все менять. Все приспособились. Воображаемый порядок. В принципе, бардак, но если к нему привык, то кажется, что лучше вообще ничего не трогать. И тут начинается большой взрыв. Все разлетается в разные стороны. Проезжая часть сужается, убираются хаотичные парковки, возникают лишь редкие карманы. За счет этого расширяется пешеходная вселенная. Тротуары становятся шире, да еще и остается место для велодорожек по всей длине улицы. Появляются зебры, вообще разметка, то есть появляется инструкция по эксплуатации этой улицы. А по бокам начинается жизнь, потому что проектировщики, а это не маляры и не строители, это архитекторы, начинают насыщать это пространство функциями. Скверы вдоль улицы становятся притягательными, парк где-нибудь там в конце улицы становится вишенкой на торте. Еще несколько лет назад, когда мы призывали всюду, где только можно делать подобное, люди говорили, что нам срочно нужно вызвать санитаров. Но идут годы, и наше понимание с вами тоже идет вперед. Конечно, не все из тех 12 проектов, которые сейчас будут участвовать в федеральном конкурсе, вот настолько революционные, но парочка есть. Есть, например, проект комплексного благоустройства улицы Комарова в Зеленодольске. Вот туда мы отправились, чтобы посмотреть, что изменится и что уже изменилось. А ведь у нас с вами эпидемия в наших с вами городах. Ее можно отрицать, в нее можно не верить, можно называть ее псевдоэпидемией, но тем не менее у нас эпидемия безвкусицы, бессодержательности и бессмысленности.
Вот как здесь, на этой улице Комарова в Зеленодольске. Так вот, как бороться с этой эпидемией? Точно так же, как мы сегодня боремся с той самой эпидемией, которая у всех на слуху. Тестирование, тестирование, еще раз тестирование. Сегодня необходимо ставить как можно больше правильных, верных диагнозов, изолировать больного и лечить его. Улицу Комарова в Зеленодольске вылечат. И это даст нам понять, что этим комарово-вирусом сегодня страдают очень многие улицы в наших городах и практически все города. Безвкусица и серость, безликость и безобразие. Если у города нет образа, он безобразен. Вот и улица Комарова такая. И таков диагноз. Большая часть улицы закатана в асфальт, хотя пешеходов тут куда больше, чем автолюбителей. Машин вообще мало. Когда-то в планах советских архитекторов улица задумывалась как транспортная артерия, видимо, ведущая куда-то в центр города. Но кровь в итоге потекла по другим соседним улицам, и сегодня этот противоестественный дисбаланс никому и не кажется противоестественным. Конечно же, эту ситуацию надо менять, то есть расширять тротуар как минимум тут вдвое. Вот. Мы даже видим, что здесь какая-нибудь мама с коляской и еще одна мама с коляской, им даже сложно будет пройти. Ну, Я уж не знаю, что тут зимой. Зимой еще, наверное, это сужается вот до такого. Ну да, действительно сложно. При этом мы видим, что здесь профиль улицы вообще позволяет совершенно иначе подойти. Если именовать эволюцию этой улицы в категориях роста, то все прекрасно. Асфальта все больше, пешеходных переходов все меньше, тротуары все уже, а мест для того, чтобы хоть на весь день кинуть тут свои 4 колеса, более чем предостаточно. А вот если говорить о категориях развития, то тут уж абсолютный ноль. Мы сохраняем то, что сделали потомки, нисколько, впрочем, это не улучшая. У этой улицы одна функция – транспортная. По ней ездить можно, реже ходить. Лунный пейзаж. У вас есть некий набор функциональных зданий с абсолютно пустыми и ненужными пространствами между ними. Воображаемый порядок, а по сути хаос, к которому все привыкли. Вот бабушка пошла, вот пошла перпендикулярно, вот так пошла, вот. Это вот в порядке вещей здесь, да? Ну, мы, наверное, не далеки с вами от того, чтобы как-то людей обвинять в этом. Просто я не вижу здесь каких-то визуальных указаний, как вообще куда что ходить. Здесь даже пешеходных переходов. Смотрите, вот, люди переходят дорогу, а пешеходного перехода-то не нарисовано даже. Мы видим, что жители паркуются здесь, местные жители паркуются и оставляют машины на длительный срок. Это означает, что они понимают, что эти полосы, в принципе, не используются. И это очень хорошо видно с квадрокоптером. Мы видим, что там прям вот эти две полосы, они постоянно заняты. То есть, и, соответственно, мы хотим организовать парковки вот эти вот параллельно, только в безопасных, необходимых местах. А в остальном сделать сужение дороги, это также позволит и лучше организовать пешеходные связи. Проект команды архитекторов под руководством Виталия Волкова нельзя назвать окончательным, но в нем есть то, что отличает нынешнее племя урбанистов от асфальтоукладчиков. В нем есть четкая цель на будущее. И эта цель хорошо видна вот на этой, например, картинке из проекта. Здесь есть все, что нужно для пространства, учитывающего интересы всех горожан. Машины есть у меньшинства. Есть еще, как известно, пешеходы и велосипедисты. Но зритель наверняка приятно удивлен другой переменой, чисто эстетической. Отдохнули? Продолжим. Вернемся в реальность. Вот это так называемый визуальный мусор. На улице Комарова он один из самых старых жильцов. Наглядная демонстрация нашего неумения договариваться между собой и как-то улучшать места обитания. Вот эта безвкусица, она как вирус, как эпидемия. Поэтому переосмысление этой улицы в том числе изменит и это. Должен быть стиль. Стиль – это, по-другому, если можно говорить, дизайн-код, который надо тут определить и внедрить его. Это, на самом деле, не очень сложно делать, буквально как вот человеку переодеться, да? То есть, да, достаточно переодеться, это даже не требует каких-то серьезных вложений. А теперь давайте пролетим еще немного и долетим до конца этой улицы. Здесь мы увидим то, что сейчас называют в городе сквером Алтынова. Но скоро это будет парк. Здесь пока нет совсем ничего.
кроме танка, ежей и загадочных кругов, вытоптанных неизвестным градостроителем прошлого в неизвестных же целях. Какая уж тут атмосфера благосостояния. Очередная пустыня. Вот это импровизированная песочница, посмотрите. Ну, да, вот это как люди приспосабливают то, чего нет, к тому, что что-то начинает означать. Да, песочница, значит, скейт-парк какой-то. Да. И лавочки нет, ну ладно, постоим. Это на самом деле говорит о том, что жители действительно хотят использовать это пространство, то есть они сами прям, ищут какие-то смыслы. Да, и ищут смыслы, и им тут на самом деле немножко добавить им каких-то элементов благоустройства, да, хороших пешеходных связей, каких-то лавочек, обслуживающую функцию, и это место живет совершенно другой жизнью, конечно. И смыслы будут. Проект казанских архитекторов, к которому присоединилось, как нам показалось, все неравнодушное население Зеленодольска, превращает пустыню в оазис. Урбанизм на ускоренной передаче. Здесь есть все не просто для прогулок, для фестивалей, кинопоказов, флешмобов, зарядок, бега и всего-всего-всего. Нечто нормальное, что нами до сих пор воспринимается как новое. И все это проект переосмысления улицы. И все это стало совершенно новым и уже необходимым для самых разных групп населения. И это не только для себя, для показа тоже. Не только. К нам приезжают гости. Вот буквально недавно мои друзья из Казани звонили мне, спрашивали, куда они могут пойти. Поскольку у нас благоустроили недавно парк Родины, площадь перед Дворцом культуры Родина, городское озеро, то, конечно же, я их направила туда. А когда у нас преобразится улица Комарова, то, естественно, я буду приглашать своих друзей именно на эти мероприятия и сама буду активно участвовать. Молодежь заинтересовалась сама, то есть и она не притянута за уши в этот проект именно через общественные слушания, через именно онлайн какие-то Zoom-конференции. То есть молодежь вводили в суть дела. Потому что изначально, если бы этого не делали, это была пустая сборка карт, который, посмотрел, кивнул, сделал вид, что понял и отошел. А вот именно люди реально заморочились. Люди показали, рассказали, объяснили. И вот дали повод именно молодежи творить. На улице Комарова, кстати, есть еще один парк. Вон там, вдалеке. Это парк Березовой рощи, который тоже ждет реконструкция. На улице Комарова есть еще и целых 5 скверов, которые тоже расцветут всеми красками. То, что здесь произойдет в ближайшем будущем, будет иметь важнейшее значение для развития наших городов. Комарова-вирус должен пойти кругами отсюда по всем нашим улицам и площадям. И что же такого нового мы здесь узнаем-то по сути? А ведь мы просто узнаем, что по улицам можно гулять. Просто прогуливаться, если хочется. Еще недавно не было такого запроса даже. Мы хотели дороги и развязки, а не тротуары и дорожки. Но теперь мы хотим большего. Айгуль, мы здесь с вами должны включить фанфары и сказать самое главное, наверное, что этот проект нам дал. У людей был запрос на то, чтобы сделать эту улицу полностью пешеходной. Это правда? Я слышал такое. Это правда. Мы собрали больше 7 тысяч ответов на анкету, то есть очень много жителей участвовало в вопросе, и было очень много запросов на то, чтобы эту улицу просто сделать пешеходной, чтобы она принадлежала пешеходам. Если раньше мы подходили к общественным пространствам как к какой-то новой территории, брали новую территорию, упаковывали ее инфраструктурой, создавали парк или сквер, люди туда приходили, пользовались, отдыхали и уходили к себе домой. У нас же получается сейчас концепция, что общественное пространство рядом с домом, и им люди будут пользоваться ежедневно. Мы уже научились, и мы хотим большего. Ровно год назад мы снимали очень похожий сюжет в Нурлате. Там тогда тоже шло публичное обсуждение проекта реконструкции улицы Карла Маркса. Было очень много негативных выступлений среди предпринимателей, которые имели бизнес на этой улице. Там тоже сокращали количество парковочных мест, делали более пешеходную улицу, и люди опасались, что к ним никто не придет, потому что никто не сможет приехать. У нас ведь так, если носок ботинка из машины не достает до нужного порога, то место считается некомфортным. Тогда удалось найти золотую середину, хотя парковки все-таки были сокращены. И что? Ничего. Никто не умер. Ни один бизнес от этого не угас. Людей на улице, напротив, стало больше, а люди – это покупатели. Мы говорили тогда и повторим сейчас.
Хорошие, удобные для всех улицы только способствуют деловой активности и покупательскому спросу. Наша пассивная созерцательность не дает нам разглядеть вот это чувство перспективы. Бытие определяет сознание. Нужно меняться, нужно менять, нужно учиться и нужно быть открытым ко всему действительно новому. Превращать пустыню в город. Что может быть увлекательнее и полезнее сегодня для того, кто способен на это? Не зря в народе говорят, что лучшее враг хорошего. Онлайн-сабантуй, который прошел вчера в Татарстане, это та же самая золотая середина, о которой мы сегодня говорили чуть выше, и которая учитывает интересы большинства. Лучшее решение в нынешних условиях. Всему свое время и место. Место нынешнего сабантуя оказалось на этот раз не на Майдане, а на экране. В эту субботу на протяжении всего дня на нашем канале и на радио Болгар шла трансляция онлайн-сабантуя. О том, как прошел виртуальный на этот раз праздник и стал ли он единственным в своем роде в истории. Эльзира Юзаева. В это сложно поверить, но этим историческим кадрам практически 100 лет. В 1927 году впервые в кинотеатре «Электро» было показано черно-белое немое кино режиссера Юрия Тарича «Булат Батыр». Один из самых ярких эпизодов первого полнометражного, как сказали бы сейчас, исторического боевика, созданного в молодой Татарии, как раз и показал события, разворачивающиеся в XVIII веке в небольшой татарской деревушке во время традиционного народного праздника Сабантуй. Именно с этого момента начинается повествование о Пугачевском восстании. Менялись времена, менялись политики, а Сабантуй оставался неизменным в духовной жизни татар. 1937 год. Пик политических репрессий. В стране бушует большой кровавый террор, который станет рекордным по количеству жертв в истории страны. Несмотря на то, что руководство Компартии весьма осторожно относилось к феномену Сабантуя, до запретов этого земледельческого праздника дело не дошло. Открытых призывов к этому, во всяком случае, не было. Но все же, как отмечают историки, в некоторых аулах в 30-е годы прошлого столетия его перестали проводить. Есть исторические свидетельства о том, что во время Великой Отечественной войны праздник Плуга проходил с участием орденоносцев. В послевоенные годы Сабантуй смог восстановиться в полную силу. Этот праздник был заснят в 60-е годы прошлого века. Здесь уже традиционные народные гуляния начали совмещать с агитпропагандой. Различные фестивали, номера физкультуры и спорта и даже маевки становились неизменным атрибутом праздника. Перед началом программы, как правило, силами партийных организаций устраивались митинги и выступления на актуальные политические темы. Всю любовь свою, умение, все старание мы приложим, чтобы праздник Сабантуя всем джигитам по подарку. В 1979 году фильм «Краски Сабантуя» получил всенародное признание. Несмотря на то, что в картине присутствуют постановочные элементы, дух праздника авторы смогли передать весьма убедительно. Именно за этот фильм его режиссер Виктор Беспалов был удостоен государственной награды – премии имени Габдуллы Тукая. Старинный праздник за прошедшие 100 лет постепенно дополнялся современными традициями, но основные черты торжества все же сохраняются. Сабантуй в Татарстане уже давно приобрел статус государственного праздника. С 2001 года в различных городах и селах России проводится федеральный Сабантуй. Во многих регионах и странах мира, где компактно проживают татары, весной веселится народ. Так, в 2017 году Сабантуй прошел на Марсовом поле в Париже. В 2019 татарские общины провели праздник Плуга сразу в 3 провинциях Турции. Европа, Азия, Америка. Сабантуй уже покорил всю планету. О нем знают практически в любом уголке мира. Впервые в истории народный праздник прошел не на открытом воздухе, не на праздничном Майдане, а в закрытом режиме. В связи с неблагоприятной эпидситуацией телемарафон, посвященный этой доброй народной традиции, был показан на ТНВ. С раннего утра до позднего вечера можно было увидеть традиционные элементы – песни, танцы, конкурсы, спортивные состязания. Жители республики имели возможность поздравить родных и близких, незнакомых и дальних с экранов телевизоров. Разыгрывались конкурсы, и приз был
Тот же самый правильный и традиционный баран. Менә без бүген елмаеп көлеп торабыз. Бу экран өчен генә елмаю түгел, бу чын күңелдән, чын ихластан. Мин бүген дөрестән дә Сабантуйга килгән кебек инде дулкынланып килдем. Шундый җаваплылык тоеп килдем, чөнки безне миллионлаган тамашачылар карый. Нинди милләттән булуына карамастан, алар халкыбызның гүзәл җәүһәр бәйрәме Сабантуен манзара кыла бүген. Сабантуй – это праздник окончания посевных работ. Испокон века этот праздник праздновался тысячелетиями. Сабантуй в Москве в этом году должен был пройти в музее-заповеднике Коломенское. Планы изменились, но желание провести праздник осталось. Автономия татар Москвы в интернете 4 июля решила собрать гостей со всего мира. На 7 онлайн-локациях были представлены традиционные для праздника площадки. Народные игры, различные мастер-классы, интервью и прямые включения из разных регионов страны и мира. И все же, как говорят татары, «Үмітсіз шайтан гына булады» – без надежды бывает только черт. В 2021 году праздник ожидается в Нижневартовске, в 2022 в Дмитровграде, а в 2023 его примет один из городов Кузбасса. Такие планы по проведению народного торжества уже озвучил председатель Национального совета Милли Шура Василь Шейхразиев. Президент же Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя жителей республики с татарским народным праздником, отметил, что Сабантуй – это отражение самобытного характера татарского народа, его лучших качеств – трудолюбия и молодецкой удали. Очень хочется верить, что очень скоро не пройдет и года, и эта неповторимая атмосфера подлинного народного творчества, шумный Сабантуй, вернется на свое законное место – на Майдан. Эльзира Юзаева и Андрей Мохов. 7 дней. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь, а завершает нашу программу рубрика «Спасибо врачам». Вы увидите в ней тех людей, которые в эти самые дни все так же напряженно продолжают работать в инфекционных госпиталях по всей республике. И работают они настолько слаженно и в поте лица, что это до сих пор не мешает многим нашим согражданам не верить и отрицать то, что существует, и давно уже коснулось даже близких им людей. Если вы, барахтаясь в море, не видите вокруг ни одного утонувшего, это отчасти потому, что есть спасатели. А отчасти сами знаете почему. Ну и к тому же их в принципе видят только те, кто пытается вытащить их из воды. Они и выглядят сейчас как водолазы. Не лезьте в воду, там глубоко. До свидания. Здравствуйте! На ближайшие 7 дней прогноз синоптиков стабильный.
В республику пришло настоящее знойное лето. Начало недели прогнозируется малооблачным и без осадков. Вторник будет еще более жарким. К выходным существенных изменений в погоде наблюдаться не будет. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана, в Набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге в понедельник ожидается переменная облачность без осадков до плюс 28. В четверг уже до плюс 32 и солнечно. В субботу возможны осадки, но температурный фон сохранится повышенным. На юго-востоке Татарстана, в Бугульме, Баблаха и Азнакаево в течение всей недели будет очень тепло. Плюс 27-30 градусов. К выходным набегут дождевые облака, и воздух остудится до плюс 25. В центральном районе республики понедельник встретит жителей ясным небом и жарой до плюс 32. Однако уже в пятницу небо затянет облаками и пройдут дожди. На юго-западе республики начало недели ясное и теплое, плюс 29-33 градуса. В пятницу и субботу возможны осадки. Однако в воскресенье снова выглянет солнце и будет умеренно тепло. На северо-западе республики, а также в Казани аналогичная ситуация. Понедельник ясный и плюс 29. В пятницу станет прохладнее, плюс 24. И пройдут дожди. Но на воскресенье прогнозируется солнечный день и плюс 25. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания.